сидишь? Удобно тебе? Хорошо? Заботливая мать, хороший медик, а теперь еще начинающая бизнес-вумен. Луиза Заурова – врач ультразвуковой диагностики. Недавно родила второго малыша. В декрете задумалась открыть свое дело и реализовать давнюю мечту – запустить в Ингушетии филиал Всероссийского оздоровительного центра «Прасковья». Идея пришла после того, как она сама опробовала процедуру на себе. Идет воздействие на весь организм. Эти травы – это уникальная разработка Лосевской Прасковьи. Каждый сбор содержит до 50 трав, которые воздействуют практически на все органы и системы нашего организма. Идет и укрепление иммунитета, и лечебное воздействие. И, так сказать, я, пройдя эту процедуру, решила, что это действительно полезно и эффективно. И так пришла идея открыть этот фитоцентр у нас для наших жителей республики. Открыть фитоцентр Луизе Зауровой помогла помощь государства. Для начала своего дела ей выделили 200 тысяч рублей. Это стало возможным благодаря тому, что она обратилась в клиентскую службу Министерства труда, занятости и социального развития Ингушетии и заключила социальный контракт. С этого и началось. То есть закупка оборудования, кедровая бочка наша, травы, бальзамы. Вот все это мы закупили на эти деньги. Дополнительно немножко свои вложения, а это послужило как бы основой, фундаментом начала вот этого всего. Луиза изначально поставила для себя цель помогать людям. По ее словам, фитожар в кедровых бочках помогает очистить организм. Здесь готовят специальный чай и делают массаж, используя бальзамы из трав. Оказывать помощь практикующему врачу не впервые, поэтому фитоцентр ей очень близок. А самое главное, как говорит Луиза, процедуры пользуются успехом. 95% случаев положительно, очень даже лечебный, оздоровительный эффект. То есть в основном всем помогает. Это люди с заболеванием суставов, артрозы, артриты, различные заболевания, связанные с позвоночником. Также кожные заболевания очень хорошо лечатся. Если раньше по соцконтракту жителям выделяли 100 тысяч рублей, то сейчас сумма увеличена до 200. Всего в этом году в Ингушетии такую поддержку при старте получили более 1500 человек. Это около 300 миллионов рублей. Помощь оказывается сразу по нескольким направлениям. Поиски работы, индивидуальным предпринимателям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и для развития личного подсобного хозяйства. В 2023 году заключено было 112 контрактов, из них на индивидуальное предпринимательство, но самозанятые 81, преодоление трудной жизненной ситуации 26 и ведение личного подсобного хозяйства. В общем, если сделать анализ, в основном по городу Магаз, индивидуальный предприниматель, самозанятый, он в основном больше, конечно, женщины. Да, занимаются швеи, косметологи, кондитеры, ремонт одежды. Соцконтракт начал действовать в регионе с 2021 года. Благодаря поручению президента России Владимира Путина и запущенным по его инициативе национальным проектам, в частности демография и малое и среднее предпринимательство, сотни тысяч граждан нашей страны получили дополнительную поддержку от государства в виде соцконтрактов. На сегодняшний день государством и президентом России уделяется огромное внимание именно малоимущим слоям населения России. И все назначенные выплаты семьям, многодетным семьям и помощь, социальная помощь в рамках государственного социального контракта для развития бизнеса, чтобы люди, малоимущие семьи вышли из этой трудной ситуации. Это большая помощь. Сегодня они очень благодарят, и многие начали этот бизнес благодаря этим выплатам. Право на получение такой поддержки имеют люди, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. В Ингушетии это 13 513 рублей на каждого члена семьи. Зелимхан Калоев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.